Ассаламу алейкум, Махкой. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители канала Даймок Онлайн. С наступлением весны я начал получать много вопросов здесь на канале Даймок Онлайн. Много вопросов относительно того, какие у меня планы на эту весну, на это лето. Те, кто меня знают, они знают, что я очень люблю выбираться на природу, в горы, в леса, с палатками, с ночевками. Знают, что я люблю какие-то экстремальные вещи, прыжки с парашютом, полеты на всяких дельтапланах, парапланах. Вот. Хотя нет, на параплане еще не пробовал, на параплане надо еще успеть. Итак, отвечая на все эти сообщения, я решил записать по этому поводу видео. Итак, мои планы на лето. Первое, с чего хотелось бы начать, это... Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Я с канала Чечня Travel. Я надеюсь, я сейчас не один это вижу. Не против? А то у тебя подписчиков да, много, в принципе, Чечня Travel это наш второй канал, друзья, и мой коллега пришел... Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал. Прорекламировать свой канал. Давайте его послушаем. Ссылки в описании прямо будет. Пожалуйста, сможете пройти по ссылке, посмотреть наш канал. Подписывайтесь на канал Чечня Travel в том числе. Здесь на канале Даймок Онлайн, он будет заниматься своей работой, своими делами. А то, что связано с природой, это в основном мы будем выкладывать на канале Чечня Travel. Итак, это была реклама канала Чечня Travel. Итак, мои планы на весну, на лето. Скорее всего, когда уже будет теплее, где-то, наверное, это будет во второй половине июня, когда закончится у нас месяц Уразы. Скорее всего, в это время я, наверное, пойду в плавание на алюминиевой лодке, предположительно алюминиевой лодке. Я хочу пройти тот путь, тот маршрут, который не смог пройти в конце сентября, в начале октября. Река Терек заходит на территорию Чеченской Республики, протекает по нашей территории. Она заходит, если я не ошибаюсь, с территории Ставропольского края, потом проходит по территории республики и дальше продолжается уже на территории Дагестана. Я примерно подсчитал, что с того момента, когда воды реки Терек заходят на территорию республики, и до того момента, когда они уже переходят на территорию Дагестана, этот маршрут предположительно, насколько мы посчитали, он предположительно 225 километров. Я думаю, что для того, чтобы на лодке без мотора, конечно, обязательно без мотора, чтобы пройти этот маршрут, ночуя на островах, наверное, понадобится дня 3, наверное, примерно. Хотя потому, что спешить не собираюсь, во-первых. А во-вторых, я думаю, что часто будет какое-то мелководье, и мели, и на мель придется садиться, и на островах придется ночевать. Всякое может быть. Но несколько дней по этому маршруту хочу пройти. Для этого мне, во-первых, нужно будет где-то найти алюминиевую лодку. Она должна быть примерно 3- или 4-местная, чтобы я мог туда сам поместиться и чтобы могло поместиться мое оборудование. Хочу пройти, не в обиду никому сразу говорю, хочу пройти в одиночку. Вернее, 2 раза пройти. Первый раз обязательно в одиночку. Ночевать на островах, со всеми вытекающими последствиями. Потому что когда даже вдвоем, риска почти никакого нет, экстрима почти никакого нет. Это весело, но не так интересно. А когда ты один, когда ты знаешь, что помощи ждать неоткуда, когда ты знаешь, что она, грань между жизнью и смертью, тогда бывает очень интересно. Из-за того, что лодка у меня была резиновая, я пройти не смог. Теперь, предположительно, во второй половине июня хочу пройти этот маршрут, но для этого хочу найти алюминиевую лодку, где-то 3-4-местную. Еще раз говорю, в первый раз хочу пройти этот маршрут сам, один, а потом во второй раз уже через какое-то время, уже, наверное,
в компании людей, тех, которые хотели бы в этом деле поучаствовать. Это то, что касается похода по сплаву по Тереку. Дальше, другой момент. На том же Тереке, уже независимо от этого первого проекта, второй проект, хочу провести несколько дней на необитаемом, так сказать, острове. Провести его с минимумом, а может быть и при полном отсутствии, или с минимумом еды, как-то чуть-чуть в условиях более приближенным к выживанию. Ну, полностью в выживание уходить я не буду, у меня и нет таких, скажем так, и навыков особо, ну, как немного приближены к выживанию, по крайней мере, не есть несколько дней заготовленной заранее, заготовленную еду, кроме того, что смогу сам найти, добыть на острове, там, в виде рыбы, не знаю, в виде того, что поймаю или что-то в этом роде. Есть желание провести несколько дней на острове в одиночку. Это второй проект. Третий проект, это, наверное, где-то в мае или июне, соответственно, вот следующее проведу. Хочу подняться на гору Дайлам. В интернете он значится гора Дайхох, а так Дайлам. Где-то, если не ошибаюсь, около 3000 метров. Вот. И мне очень просто визуально понравилась эта гора. Там с одной стороны такие прям совершенно невообразимые обрывы, пропасть с одной стороны. Вот хочу посмотреть на эту пропасть сверху. Так, это была гора Дайлам. Далее, обязательно в этом году хочу снова посетить колыбель нашего народа, место под названием Нашха. И обязательно хочу посетить озеро Галанчож. Хочу обязательно там побывать. Далее, у нас есть энтузиасты, которые заняты поисками Ноева ковчега, который, как они считают, находится в горах Чеченской Республики. Я к таким, я лично к таким вещам отношусь довольно-таки осторожно, но я считаю, что все возможно на этом свете. Может быть, это есть, может быть, этого нету. Я историком или археологом сам не являюсь. Я в этом вопросе прислушиваюсь и как к энтузиастам, так и, ясное дело, к официальной науке. Смотрю на это чисто с философской точки зрения. Вполне допускаю, что такое может быть, потому что на каждом шагу именно энтузиасты так или иначе совершали новые открытия, так или иначе чего-то достигали. Ну и, соответственно, прислушиваюсь к официальной науке. Ну, по крайней мере, мне интересно поехать в это место, пойти в это место и провести там в палатке 1-2 ночи. Мне это интересно. Перехожу к следующему проекту, который хочется осуществить. Следующий проект – это экспедиция, поход на перевал Дятлова. Что такое перевал Дятлова? Я так надеюсь, что многие из тех людей, которые меня слушают, они об этом хорошо знают. Но если вдруг кто не знает, я буквально в нескольких словах об этом скажу. Я рекомендую вам просто посмотреть, почитать в интернете. Перевал Дятлова – это такое место, которое достаточно далеко отдалено от цивилизации. Это в Свердловской области, я бы сказал, где-то на границе Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Это очень далеко от Чеченской Республики как таковой. В общем, получилось так, что в 1959 году группа туристов из 9 человек под руководством Игоря Дятлова отправилась туда в своеобразную зимнюю экспедицию. Это было в конце января, в начале февраля, дикие морозы. И эта группа погибла. Ее нашли спустя некоторое время, и обстоятельства, те, которые увидели, люди, которые занимались поисками, те, которые расследовали это событие, все обстоятельства этого события
гибели этой группы Дятлова, они настолько как бы фантастичны, что очень много вопросов возникает по этому поводу. Так что почитайте про перевал Дятлова, посмотрите видео. Огромное количество материалов про это снято, огромное количество. И видео снято, материалов снято, книг написано. Вон американцы даже голливудский фильм про это сняли, про одну из версий перевала Дятлова. Там причины, которые приводятся, начиная от инопланетян, заканчивая там несчастным случаем, там схода лавины, в общем, но так или иначе каждая версия, которая выдвигается, вызывает много вопросов, на которые очень часто не находятся ответы. Итак, на перевал Дятлова мы планируем с товарищами пойти где-то во второй половине июля или в первой половине августа. Вот так вот. Вот такие у меня планы на лето. Если будет что-то еще интересное, то, конечно, обязательно воспользуюсь как бы какими-то интересными предложениями. Здесь я не включил просто походы по нашим горам, там вылазки, которые обязательно хочу посетить Нохчкилоевский водопад, обязательно хочу посетить Никорой, где у нас каменное войско стоит там, ну и много еще разных интересных мест. На этом пока заканчиваю. Потом впоследствии буду рассказывать о каждом из этих проектов отдельно. Так что огромное спасибо всем, кто дослушал до этого момента. И если есть интерес, по ходу присоединяйтесь. Ассаламу алейкум.